Всем доброго дня, всем здрасте. В покое не оставляет принц козлика нашего. Принц — это ягненок. Жара. В такую жару привезли нам сено. Сено в пачках с поля. 100 рублей пачка. Какой там вес? А там нету точного веса. Одни тяжелые, другие чуть полегче. Это моя ромашка. Жара, не жара, но мы очень хорошо поработали. Занесли все эти пачки. Я отдыхаю. Козочки мои гуляют. Ой. Моя Аська, девочка моя. Аська у меня главная коза. Это наш принц. Вон пошла ромашка. Вот моя Аська. Девочкам исполнилось. Макуке и Аське исполнилось в июне год. Это двойняшки. Ходят они с козликом. Барош! Бароша! Вот этого козлика нужно убрать. Жалко его, жалко. Этот козлик, он сын вон Милки. Утром дала им хлеб, немного хлеба. Они его не поели, не доели. Вот мой Бароша. Козлик наш нубийский. Купили мы его, заверили, что 100% нубиец. От козла, говорят, должно вонять козлятиной, но от него аромат. Ну да пошла. Пахнет он очень приятно. Девочки с ним ходят. Я жду все козлят. А у этих совсем на походу другие мысли. Смотрите. Ягненок обижает козленка. И Милка заступается за своего сына. Постоянно ездит этот ягненок. Принц его зовут. Вот на этом козлике. И мама защищает своего сына. Вот эти дни у нас очень жарко. Сегодня 33, по-моему, говорили. Не знаю, я даже не смотрю. И не хочу. Прогноз погоды я стараюсь не смотреть. Вот он. Вот, видите. Принц ездит на этом, замучил этого козлика. Козлик обороняется как может, но с этим идиотом бесполезно. Бесполезно спорить. Он кидается также и на этих козочек моих. Зангуч мой, немец, с ума сходит. Он видит, что я тут с этими. И боится, что они меня обидят. Сюда я его запускать не хочу. Я боюсь, укусит. Особенно я боюсь, что укусит он Милку. Вот завыми ее. Мне страшно. Смотрите, какие копыта. Уже 3-й раз. У меня не хватает сил постричь, потому что там как камень они. Сейчас жду. Сижу. И мы обязательно подстрижем копыта ей. Вот. Ей почему-то больно. Только дотронешься там, и она начинает орать. То ли она от страха орет, то ли она от боли орет. Я не знаю. Поэтому я ждала, пока они немножечко еще отрастут, чтобы уже наверняка не это самое, чтобы точно уже
копыта, а не ткань, как где-нибудь. Смотрите. Ромашка стоит. Каким-то образом вот этот немец, он гипнотизирует их. Он начинает лаять, они все входят, вот стоят как загипнотизированные. Вот с этой овцой у меня что-то не так явно. Она чихает постоянно. Говорят же, у них там черви какие-то в носу, в перегородке носовой. Вот я думаю, что там что-то это. Принц, ошейник это для тебя слишком большой. Я сняла его с Милки. Думаю, что мучается с ним ходит. Смотрите на ее копыта. Гул такой стоит, слышите? Я думаю, это пчелы прилетели, рой прилетел. Нет, это мухи. Обрабатываю я в нескольких местах средством от мух. Так, забыла каким. Блин. Айс, ну что-то, блин. Айська. Айська девочка у нас такая нежная. От мух есть агита и еще как кунак, что ли, он называется. Вот этими двумя я пользуюсь. Знаете, как действует? Прилетает очень много мух со всех концов. Они 2 дня тусуются, а потом все, наверное, сдыхают. Потому что пару дней мы балдеем. Вот сейчас мы балдеем без мух. Сейчас, вот видите, прилетели эти большие, я не знаю, как они называются, не овод, а еще как-то большие. Обычно они над навозом вот все время летают. Вот эти вот сейчас прилетели. Думаю, завтра вот этого гула тоже не будет. Сегодня они потусуются, а завтра уже будет тишина. И вот пару дней мы единичные такие мухи, и все. Мне нужно убирать петушков. Из-за этих мух я не могу. Жара, мухи слетаются очень быстро. И вот завтра, наверное, хотя бы по 10 штук надо их убирать. Всем добра, всем здоровья, всем пока. Вот смотрите, первые какие козлята. Видите, какие? Бывают мелкие. Он уже, ему 4 месяца. Всем добра, всем здоровья. Пока-пока.